Андрей Сандоминович, добрый день. Здравствуйте. Да, подходит к концу 2021 год, непростой. И на ваш взгляд, какой можно выделить главный, наверное, итог 2021 года? Да, 2021 год был непростым для нашей республики, для всех наших земляков, но этот год закончился с хорошими результатами. 2021 год – это год серьезнейших испытаний, которые выпало именно на нашу республику, вызванные действительно глобальными климатическими изменениями. Этим летом все якутяне во главе с нашим главой Илдарханом Арсением Сергеевичем Николаевым продемонстрировали такое единство и выстояли в этой тяжелой битве за тайгу. Конечно, мы не смогли бы выстоять, если бы вместе с нами нам не помогла вся наша страна во главе с нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным. Беспрецедентная авиационная поддержка, авиационное крыло было собрано у нас в республике. Беспрецедентное количество профессионалов по борьбе с лесными пожарами было привлечено со всех регионов нашей страны. И беспрецедентное волонтерское движение, которое было поднято и организовано в нашей республике в самой. Все это в едином кулаке позволило нам пройти это тяжелейшее испытание и не позволить огненной стихии сломать нашу жизнь. Конечно, было непросто. Мы потеряли одного добровольца в этом пожаре. Мы видели, как часть нашего села Бескölь была охвачена огнем. Но надо сказать, что на всякой войне бывают потери. Но потери эти, те, которые мы понесли, они все-таки могли быть гораздо больше, если бы не было вот этого единого порыва выстоять. Конечно, из этого сделаны большие выводы. В этом году уже принято решение в 5 с лишним раз увеличить финансирование на подготовку и профилактику по борьбе с лесными пожарами. Будет кратно увеличена численность профессионалов, пожарников у нас в республике. Будет создана специальная и расширенная специальная авиационная часть на всем Дальнем Востоке, которая мобильно будет помогать там, где это необходимо. И, конечно, сейчас идут в республике большая работа по выстраиванию структуры и вообще противостояния этим климатическим угрозам, начиная от каждого села и до руководства республики, с привлечением, конечно, общественности, но это привлечение должно быть организованным. Как говорится, каждый солдат должен знать свой маневр. Эти все меры, принятые сегодня по поручению президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, безусловно, позволят нам быть готовым к следующему лесопожарному периоду следующего года гораздо более организованно. Но это, конечно, не говорит о том, что такая ситуация не повторится. Нам, к сожалению, и ученые, и климатологи говорят о том, что ситуация в следующем году будет не проще. Мы в 2020 году одни из первых начали борьбу с ковидом. Вы помните, насколько оно оказалось неожиданным для всего мира, в том числе и для нас. Но вот это умение наших жителей, нашего народа, хранителя исторического кода, хранителя кода будущего, хранителя холода, все это закаляет, конечно, наш характер, и это проявилось и в этот раз. Мы и здесь выстояли, конечно, не без потерь. На всей планете много потерь на человеческой жизни, в том числе и у нас в республике, но сделана на самом деле огромная работа, чтобы этих потерь не было больше. Сегодня мы имеем организованную систему здравоохранения. Мы сегодня знаем, что делать. Сегодня в стране есть вакцины, которые являются единственным средством победы в этой борьбе. Какой итоговый показатель 2021 года, на ваш взгляд, требует особого внимания? Я обратил внимание на то, что у нас
более 110 тысяч наших граждан заняты в малом и среднем бизнесе. Вы знаете, это очень характерный показатель того, что люди не опустили руки. Потому что малый и средний бизнес это и самозанятость, это вот как раз та сфера, где люди сами строят свое дело, сами стремятся к успеху и его добиваются. Мы, думаю, здесь имеем серьезные позиции в целом в стране. Люди не покинули свои малые предприятия, не опустили руки. У них появились возможности продолжать свое дело, несмотря ни на какие испытания. И это самое главное. Это говорит о том, что именно вот в этой отрасли малых и средних предпринимателей есть возможность проявить себя с творческой стороны, сделать то, что ты хочешь, что тебе нравится. И вот хочу сказать, что я был на вручении премий в номинациях самому креативному региону и самому креативному предприятию и так далее. Вот, наша республика попала в пятерку самых креативных регионов страны. Это дорогого стоит. И это говорит о том, что в нашем регионе есть возможность каждому человеку проявить себя. И не только в области кино, других творческих профессий, не только в области дизайна, но и на каждом рабочем месте. Потому что креативность, творческое отношение к своей работе, к своему труду, оно возможно на любом рабочем месте. И именно это отмечается в этой номинации. Вы только что сказали про малый и средний бизнес, про креативную индустрию, но в этом же году также нельзя забывать и про большие промышленные предприятия. Были рекорды в добывающей промышленности. Да, и это тоже настоящий, наверное, прорыв для нашей республики. Да, в послании год назад нашего главы Арсения Сергеевича Николаева была поставлена задача выйти на тренд устойчивого роста в экономике. И эта задача, несмотря ни на какие испытания, выполнена. Мы сегодня имеем серьезный рост промышленного производства. В таких традиционных отраслях, как добыча золота, например, мы ждем рекорда, более 40 тонн добытого золота. В два с лишним раза увеличивается добыча газа. Мы, наверное, будем иметь в районе 30 миллионов тонн добычи угля, примерно 17 миллионов тонн добычи нефти. Устойчиво развивается наша основная компания «Алроса», в 2020 году, которая катастрофически теряла продажи в связи с ковидом, но начиная с конца прошлого года и весь этот год показывает устойчивый рост, перекрывает свои планы. И это все говорит о том, что наша промышленность справилась с этими вызовами. И это говорит о том, что наше правительство, и федеральное, и республиканское, верно выбрало вектор обеспечения производства. Мы не пошли на те меры, которые бы остановили производство, а это значит, было бы остановлено все. Владимир Владимирович Путин вот на недавней встрече с делегатами съезда Российского союза промышленных предпринимателей сказал о том, что экономика страны в целом вышла на доковидный уровень уже в середине этого года. И сегодня идет рост. У нас этот рост более сильный. Это главное. А что это означает? Это означает основу развития всех сфер жизни наших якутян. Вы уже упомянули юбилей. Действительно, в 2022 году исполняется 100 лет с образования ЯССР. И как по-вашему, что значит эта круглая дата для Якутии? Следующий год объявлен годом материнства, годом матери, потому что все начинается от мамы. И, как сказал Арсений Сергеевич, именно так зарождается новая жизнь и новое столетие. Это замечательная инициатива, на которую обратила внимание вся страна, общественность нашей страны. И то, что дети, рожденные в следующем юбилейном году, будут носить почетное звание детей столетия,
Но мне кажется, это серьезно добавит рождаемости в нашей республике. И ну, уже не говорю о том, что это будет материально поддержано солидной суммой. Это очень хороший старт к следующему столетию. Потому что в следующем году мы как бы подводим итоги Великого столетнего плана, который написал Платон Алексеевич Аюнский в 1927 году. И сегодня в республике идет работа по написанию следующего столетнего плана. И в написании этого плана имеет возможность принять участие каждый житель нашей республики, и все мы, и вы тоже, Максим. Вот, я думаю, вы воспользуетесь этим Попробуем. обязательно. Да. И в следующем году будет этот план представлен общественному вниманию. И я думаю, что это великий документ, который во многом будет определять настроение развития нашей республики, мобилизует нас на великие достижения. И действительно республика станет еще более комфортной, уютной, достойной для проживания будущих поколений. В 2022 году, я знаю, будет и второй юбилей. Да? Это 100-летие постоянного представительства Якутии в Москве. Расскажите немножечко об этом событии. Да, следующий год и для нашего постоянного представительства при президенте Российской Федерации юбилейный. В 1922 году было создано постоянное представительство. Оно было первым среди всех автономных республик, которые создавались в те годы. И постоянное представительство было создано даже на пару месяцев раньше, чем была создана Якутская АССР. Потому что система принятия решения по наделению статуса автономных республик того времени выглядела таким образом, что при Народном комиссариате по делам национальности создавался отдел небольшой, где Максим Кирыч и работал вместе со своими коллегами. На базе этого отдела фактически потом создавалось постоянное представительство, и постоянное представительство вырабатывало документы, готовило с тем, чтобы они потом были приняты государственными органами РСФСР того времени. И поэтому Постпредство будет отмечать свой юбилей в марте. Юбилей Якутской ССР мы будем отмечать, как известно, 27 апреля. Максим Кирыч – это первый постпред нашей республики, и он же один из основателей нашей Якутской ССР. Ему также в следующем году исполняется 125 лет со дня рождения. И вот эти вот юбилейные даты, конечно, нас настраивают на то, чтобы мы максимально мобилизовались и максимально полно отметили этот юбилей не только праздниковым мероприятием, самое главное достижением. Потому что постоянное представительство за эту столетнюю историю выработало систему взаимоотношений с центральными органами страны, с другими регионами страны, на международной арене. Это делалось все эти 100 лет. И мы сегодня продолжаем это славное дело. И, конечно, хотелось бы в столетний юбилей сделать еще больше с тем, чтобы обеспечить старт следующего столетия достойно, крепко, чтобы этот старт обеспечил еще более великие достижения нашей республики и наших сограждан через 100 лет. Это очень интересная работа. Представить, как будет лет через 100, как будут жить наши потомки через 100 лет. И у меня тоже есть большое желание принять участие в написании этого плана, к чему я призываю и всех наших земляков. Андрей Сандомирович, спасибо вам за беседу. И с наступающим Новым годом! Да, я, конечно, хотел бы, пользуясь случаем, поздравить и вас, Максим, и всех наших земляков с наступающим Новым годом, юбилейным годом, годом очень важным для истории нашей республики, для каждого якутянина, для всех тех, кто нашу республику любит. Очень хотелось бы, что все мероприятия, которые запланированы, их очень много по всей стране и за рубежом, прошли в нормальном режиме,
не были отменены из-за разного рода ограничений. Я всем желаю, нашим землякам, отметить следующий юбилейный год высокими достижениями в труде, высокими показателями на каждом рабочем месте и самое главное, чтобы все были здоровы и счастливы в своей личной жизни. Спасибо. Всего доброго. Спасибо вам.